Аслан Георгиевич, вы недавно вернулись из рабочего визита в Москву. Как вы оцениваете его итоги и удалось ли добиться поставленных целей? Добрый день. В рамках октября, это уже третья поездка в столицу Российской Федерации, говорит о том, что удалось достигнуть поставленных целей преждевременно, потому как эти цели долгосрочные и требуется много времени для их реализации. Вы знаете проекты, о которых мы неоднократно заявляли. В этом году у нас сложился неплохой туристический сезон. Поток туристов был по сравнению со всеми годами очень существенно возрос. И мы прогнозируем дальнейший рост туристического потока. Для того, чтобы эта отрасль у нас функционировала на должном уровне, имеется в виду туристическая отрасль, мы должны решить ряд ключевых принципиальных вопросов. Это прежде всего инфраструктурные проекты, это проекты, связанные с привлечением инвестиций в отрасль, это привлечение инвестиций в сельское хозяйство для того, чтобы обеспечить питанием возрастающее количество туристов. Данные вопросы решаются вместе с нашими коллегами из Российской Федерации. О чем конкретно идет речь? Речь идет о том, что мы сейчас формируем программу, процесс формирования программы социально-экономического развития Республики Абхазия, он все еще продолжается. Программа в окончательных своих параметрах еще не утверждена. В этой программе мы заложили следующие пункты. Я об этом как-то говорил, но готов повторить это еще раз, потому что считаю важным для наших граждан знать информацию от первого лица. Программа предусматривает меры государственной поддержки мелкого бизнеса, среднего бизнеса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Источником финансирования данной программы является бюджет Российской Федерации. Это безвозмездная помощь России, народу Абхазии. Следующий пункт программы – это софинансирование российской стороной, повышение заработной платы основным категориям бюджетников. В этой программе предусмотрено следующее. К 2025 году средняя заработная плата основных категорий бюджетников в Абхазии должна быть такой, как сегодня в Краснодарском крае. Это 40 тысяч рублей в месяц. Вот такие целевые показатели мы должны достигнуть. И российская сторона любезно берет на себя обязательства по софинансированию данной программы. Я считаю, что это очень важно, потому что речь идет примерно о 13 тысячах работников бюджетной сферы. Следующий вопрос, который мы обсуждали с российской стороной. Впервые мы пытаемся реализовать идею, и эта идея на этом этапе находит понимание. Это создание Российско-Абхазского фонда поддержки экономики Абхазии по аналогу с Киргизией. Детали я раскрывать пока не буду. Это вошло в нашу программу и идут переговоры. Я надеюсь на то, что они завершатся успешно. Этот процесс требует длительного времени. Это согласование со всеми федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации. Так принято. Такова процедура прохождения документов и подписания соответствующего соглашения межправительственного. Этот фонд будет наполняться денежным содержанием из Российской Федерации. Идея принята, мы приступили к ее реализации. Сколько это потребует времени сейчас, мне говорить сложно. Мы договорились о том, что это важно для экономики Абхазии, и Российская Федерация на этом этапе нас в этом вопросе поддерживает. Следующая, часть данной программы состоит в том, чтобы продолжить программу льготного кредитования бизнеса. Я об этом рассказывал, вы, наверное, знаете. В течение нескольких лет в Абхазии реализовывалась эта программа в объеме 1 миллиард 200 миллионов рублей. В результате реализации данной программы несколько объектов уже функционируют, какое-то количество объектов не функционирует, какие-то объекты необходимо довести до ума, как говорится,
И эти вопросы тоже решены, и на это потребовалось очень много времени. И я предполагаю, что со второго квартала 2022 года у нас начнется реализация второго этапа данной программы. Мы должны будем представить соответствующие бизнес-планы. Отбор бизнес-планов будет осуществляться в Министерстве экономики предварительно здесь, окончательное утверждение будет осуществляться банками-кредиторами. Мы в реализации этой программы учтем тот опыт, который был наработан абхазской стороной, со своими плюсами и со своими минусами. Вот эти вопросы обсуждались в Москве. Один из главных вопросов, который обсуждался в Москве, по которому должно быть принято решение, это осуществление перетока электроэнергии. Вы знаете о том, что мы испытываем дефицит. Этот дефицит обусловлен тем, что в стране продолжается масштабная нелегальная работа по добыче криптовалют. Удалось, пресечь деятельность незаконных ферм и в Торчеле, и в Гальском районе, и в Гагрском районе, в моем селе Тамыш. Вот сегодня мне доложили, что такая история, выявилась в селе Адзюжа. Я неоднократно обращался к нашим гражданам, просил их об этом, не делать этого. Параллельно мы занимаемся созданием технопарка. Мы предоставим возможность всем тем, кто имеет эти аппараты, работать легально. Для этого нужно время. Но люди не ждут, не хотят нас слышать. Есть такие люди, которые не ждут, не хотят нас слышать. Без электричества остаются детские сады, больницы, образовательные учреждения. Я считаю, что это неправильно, что это неуважение к своим родным и близким. Такие вещи делать нельзя. Но тем не менее, такая работа нелегально продолжается, и она нам создает серьезные проблемы. Тот переток, который был осуществлен в прошлом году, мы за него не заплатили, за него платит бюджет Российской Федерации. Но бесконечно так продолжаться не будет. Более 500 миллионов киловатт-часов, по нашим расчетам, уходит на так называемую добычу, незаконную добычу криптовалют. С одной стороны, понятно, что люди зарабатывают деньги, и это хорошо. Но нельзя определенному кругу лиц зарабатывать деньги за счет того, что они создают проблемы своим соседям, своему окружению и так далее. Я считаю, что это недопустимо. Это самая крайняя форма неуважения к своим согражданам. Еще раз, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам. Мы будем эти действия пресекать. Вот как мы это сделали в населенных пунктах, я уже назвал, и в Творчеле, и в Гагре, и в Тамаше, и в Адзюбже, и в других населенных пунктах. Мы будем называть имена и фамилии этих людей. Мы будем их показывать на телевидении. Нам нужна поддержка наших граждан. Если мы хотим иметь электроэнергию дома, то нам необходимо помочь в этом вопросе. Это не является проблемой только руководства страны. Это может стать проблемой всего населения Абхазии. Поэтому мы эту проблему обсуждали с российской стороной. Мы надеемся на то, что они нам помогут. Но должно быть понятно всем, что бесконечно нам помогать не будут. Мы сами должны научиться вести деятельность таким образом, чтобы мы приобретали эту электроэнергию или удовлетворялись возможностями, которые у нас есть здесь, с учетом того объема генерации, который мы получаем с Ингур-ГЭС. Знаете, что в системе в этой большие проблемы, государство оказывает поддержку, была, авария большая на линии Бзыб, мы ее устранили, линия работает. Сейчас начнутся работы по восстановлению и капитальному ремонту линии Ачигвара. При всем при этом и из-за майнеров, и мы постоянно сталкиваемся с авариями. Это все на совести тех, кто незаконно занимается добычей криптовалют. Я хотел бы эту мысль довести до наших граждан. Но надеюсь на то, что у многих проснется совесть в этом вопросе. Следующий вопрос, который мы обсуждали с руководством Российской Федерации. Вы знаете о том, что туристы, которые к нам приезжают, наши граждане, которые часто выезжают в Россию по разным делам, сталкиваются с такой проблемой, как очередь на контрольно-пропускном пункте ПСОВ. А люди от этого устают. Летом это может занять несколько часов времени. Мы ставили вопрос перед руководством Российской Федерации. Этой проблемой
занимается Министерство транспорта Российской Федерации. Я встречался с министром транспорта Савельевым, получил обнадеживающую информацию. Но она состоит в том, что в течение 3 лет они планируют осуществить капитальный ремонт пункта пропуска, расширить возможности пункта пропуска и оптимизировать работу контрольных органов. В принципе, это нас устраивает, все это произойдет за счет бюджета Российской Федерации. Но это тоже масштабная и большая работа. Если кому-то кажется, что такие проекты можно решить в одночасье, эти люди заблуждаются. Хотел бы напомнить о том, что вот мне уже 58 лет, за все это время на ПСО только 1 раз производился капитальный ремонт. В советское время был 1 мост, и вот перед Олимпиадой они осуществили реконструкцию, построили новый мост, и с тех пор ничего не было. И до не было, и после не было. Это к тому, что такие проекты, они существенны даже для бюджета России. Но руководство России понимает, что наши контакты более становятся интенсивными. Все большее количество людей ездят друг к другу, и проблему надо решить, и они решают ее таким образом. За что я хотел бы их поблагодарить, пользуясь случаем. Далее известный вопрос, о которых мы говорили, вопрос, связанный с газификацией. Там лед тронулся, я не хочу повторяться. Вопрос, связанный с аэропортом. Это тоже масштабнейшая задача. Никогда руководству Абхазии не приходилось решать такие задачи. Ни в советское время, ни в послевоенное время. Мы сталкиваемся с такими проблемами, даже не проблемы, а задачи, для решения которых необходимо проявить максимум терпения, усилия, привлечь специалистов. Скорее всего, мы вынуждены будем создать свою собственную авиакомпанию. А что такое создать собственную авиакомпанию? У кого есть такой опыт в Абхазии создания собственной авиакомпании? Для того, чтобы собственная авиакомпания функционировала, необходимо, чтобы были обученные экипажи. 1,5 года на обучение или переквалификацию. Если мы хотим, чтобы это были наши летчики, значит, мы должны предусмотреть программу их обучения. И чтобы вы понимали, сколько стоит, значит, там 5 направлений, это должно быть по 2-3 экипажа. Должны быть специалисты-диспетчера, специалисты службы авиационной безопасности. Это очень важно, это очень нужно, это масштабно. Такую проблему мы никогда не решали, поэтому за 1 час ее невозможно решить. И за 1 день, и за 1 год. Чтобы вы понимали, уважаемые коллеги, сегодня первый пилот, вот в компаниях, авиакомпаниях России, заработная плата первого пилота – это примерно 500 тысяч рублей. Второй пилот – это примерно 70% от заработной платы первого пилота. То есть это требует и серьезных ресурсов. Возможно, нам придется часть этих ресурсов предусмотреть на обучение в нашем бюджете или договариваться с нашими российскими друзьями. Поэтому мы занимаемся этим поэтапно, создана рабочая группа, и мы делаем шаг за шагом вперед. Я надеюсь на то, что, несмотря на все сложности, мы придем к хорошему результату. То есть работа очень интересная, она многоплановая, и в результате этой работы всплывает огромное количество мелких вопросов, или не мелких, на которые мы должны найти ответ. Вот чем я там занимаюсь, прилетаю в Москву, чем занимается абхазская делегация, находясь в столице Российской Федерации. Мы говорим, я неоднократно говорил, и надеюсь, меня поддерживают и в парламенте в этом вопросе, и общественность. Мы должны привлекать инвестиции. Вот такой пример, последний в Восточной Абхазии реализованный проект за 6 месяцев. В рамках реализации этого проекта мы получили 180 рабочих мест, из них около 150 это граждане Абхазии. Самую высокую заработную плату в этой сфере, в курортно-туристической сфере. Значит, мы должны идти дальше по этому пути, но нас ограничивают инфраструктурные наши возможности. Вот. Дорога, участок дороги Псоу-Гагра, там есть оползневые участки. Об этом я говорил. Это все необходимо сделать. Вы знаете, проблема энергетики. Мы не можем мощности себе позволить в плане развития экономики, потому что майнеры нас достают. Я вот к этому постоянно буду возвращаться. Нам необходимо решить вопрос, связанный с очистными сооружениями. Если мы хотим сохранить девственную чистоту нашего морского берега, морских наших вод,
то эту проблему надо решать. Она сопряжена с проблемами экологии. Нам необходимо решить вопросы водоснабжения. Вот я понимаю справедливое возмущение наших граждан. Часто отлучают воду в городе. А почему так получилось? Даже на той линии, которая была отремонтирована 3 года тому назад. Потому что работали недобросовестные подрядчики. И я слышу упреки закономерные, мы слышим от наших граждан, и закономерные упреки от наших российских партнеров, которые говорят, а почему так? Это же было сделано, а было сделано очень плохо. Конечно, с этими вопросами мы и дальше, наверное, будем сталкиваться. Но мы будем заставлять людей делать. Мы принимать будем меры, чтобы уйти от некачественного выполнения работ, с одной стороны. С другой стороны, необходимо научиться работать быстро, очень быстро и эффективно. Только тогда будет возможность повышения объемов финансирования. Если мы лимиты финансирования, которые получаем на год, сумеем их реализовать за полгода, значит, мы имеем право претендовать на больше. Реализовать качественно. За этим идет, значит, поднятие строительной отрасли. Она очень важная. Поэтому все эти вопросы взаимосвязаны. Несколько дней тому назад я проводил совещание о ходе реализации инвестпрограммы. Почему я так об этом говорю? Потому что в плане экономики это ключевые вещи. Поддержка Российской Федерации сегодня является доминирующей. Наши экономические проекты во многом связаны, в большинстве своем связаны с Россией или имеют отношение к совместным российско-абхазским предприятиям. Вот эти контакты, деловые контакты, взаимная заинтересованность, их надо оттачивать и делать так, чтобы они в своем объеме приносили больше плодов. Я считаю это принципиально важным. В конечном итоге все это выливается в создание новых рабочих мест, в серьезные налоговые поступления. Я хотел бы до вас довести о том, что вот проект, который будет реализовываться в Пицунде, это бывший участок, который был отведен мэрией Москвы. Мэрия Москвы отказалась. Сейчас этим будет заниматься группа известного теперь уже бизнесмена, бывшего губернатора Ткачева. Это объем инвестиций около 20 миллиардов рублей в течение 5 лет. Чтобы вы понимали, там около 1500 рабочих мест. При средней заработной плате в 50 тысяч рублей только с заработной платы поступления в бюджет, не говоря уже о налоге на имущество, налог на прибыль, только с заработной платы в месяц это около 23 миллионов рублей. А в год это 280 миллионов рублей. А бюджет города Гагры у нас 450 миллионов. Только один объект, не говоря уже о побочном, как говорят экономисты, мультипликативном эффекте. Все эти проекты требуют тишины, стабильности. В этом плане тоже вы видите, какие процессы у нас в стране происходят. Аслан Георгиевич, о внутриполитической ситуации. Как известно, созданный Совет ветеранов, куда входят ветераны из села Дзюбжа, другие ветераны, оппозиционные политические силы. 4 ноября хотят собраться у здания Абхазского драматического театра и устроить митинг. Они требуют отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Что вы скажете по этому поводу? И вообще собираетесь ли вы выполнить их требования? Значит, по этому поводу я очень сожалею, искренне, по-человечески сожалею о том, что случился инцидент 30 сентября, в самый главный праздник нашей страны. Я думал, что нам удастся примирить стороны. Я ездил в село Адзюбжа, предпринял попытку встретиться с ветеранами. Лично я вел переговоры с некоторыми жителями села. Мы предварительно договорились о том, что такая встреча состоится. Потом мне сказали о том, что эта встреча не состоится. Но я все-таки принял решение, поехал в это село. Но, к сожалению, в силу разных обстоятельств этого не произошло. В человеческом плане я сожалею о том, что так случилось. Я думаю, что об этом сожалеют абсолютно все жители Абхазии, которые слышали об этом инциденте. Теперь, значит, по существу данного инцидента. Вы знаете о том, что, значит, была прокурорская проверка. Она завершена. Кстати, прокурорская проверка завершена
уже 2 недели тому назад. Я вот сегодня оглашу о том решении, которое мной уже принято. Все это время я не принимал решения. Был в Москве, надеялся на то, что стороны могут прийти к примирению. Этого не произошло. Значит, в документе, который переслан прокурором на мое имя, сказано буквально следующее. Значит, иметь суждение о дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность бывает разной. Дисциплинарная ответственность – это замечание, это выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или освобождение от занимаемой должности. Для того, чтобы принять решение и наложить дисциплинарное взыскание, необходимо учитывать все факторы. Министр внутренних дел работает почти 1,5 года. Я стараюсь быть объективным. В заключении генерального прокурора четко сказано о том, что в его действиях нет состава преступления. В отношении 2 высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело. Там все идет своим чередом. Вы об этом знаете. Вот для того, чтобы принять решение, я должен взвесить все факторы. Как работало Министерство внутренних дел в период, когда этим министерством, этим коллективом руководил министр внутренних дел Дбар. Могу вам сказать, что в работе коллектива Министерства внутренних дел, это прежде всего заслуга коллектива и руководителя, обозначились некоторые тенденции, хорошие тенденции. Говорить о том, что они на этом этапе приняли уже необратимый характер, это неправильно. Но эти тенденции дорогого стоят. Вы, наверное, знаете о том, что я, руководство Министерства внутренних дел, предприняли усилия для того, чтобы повысить заработную плату сотрудникам Министерства внутренних дел. Вы, наверное, знаете о том, что в этом году существенно оказана помощь Министерству внутренних дел, материально-техническое обеспечение. Около 80 единиц транспорта Министерство внутренних дел получило. При этом мы испытываем дефицит сотрудников Министерства внутренних дел. Если вы проведете опрос в школах выпускников, я думаю, что на вопрос, сколько из вас или кто из вас хочет быть милиционером, ответ вас может очень сильно удивить. К сожалению, нам не удалось поднять престиж органов внутренних дел за это время. Это требует еще большего времени. Поэтому там, понятное дело, что с личным составом надо работать. Но если взвесить все «за», я хотел бы привести вам цифры. Например, краткий оперативный отчет за 9 месяцев 2021 года. По тяжким преступлениям, вот сравнительный анализ с 2020 годом, совершено тяжких преступлений 194. Значит, в 2020 году 233. Убийства с покушениями 8, раскрыто 6. В 2020 9, раскрыто 6. Значит, похищение граждан 1 преступление в 2021 году и в 2020 году 2 преступления. Изнасилование 1 преступление в 2021 году, а 5 преступлений таких было совершено в 2020 году. Хищение оружия и боеприпасов, тоже там нормальная тенденция. Кражи, 113 краж в этом году и 132 кражи в прошлом году за текущий период. Поэтому грабежи, хотел бы ваше внимание на это обратить, 3 грабежа за этот период 2020 года было 13 грабежей. Разбои, 3 разбоя в этом году. Аналогичный период прошлого года 10 разбоев. Это все результат деятельности Министерства внутренних дел, в том числе министра внутренних дел. Поэтому с учетом совокупности факторов, с учетом того, что, к сожалению, большому сожалению, нам не удалось примирить стороны, но я надеюсь на то, что граждане понимают важность работы правоохранительных органов, важность поддержки правоохранительных органов, я принял решение о наложении дисциплинарного взыскания на полковника Дбар и сохранении его на должности министра внутренних дел. На него будет наложено дисциплинарное взыскание, предупреждение о неполном служебном соответствии. И он приступит сегодня к исполнению своих служебных обязанностей. Таково мое решение. Хотел бы обратить ваше внимание. Полковник Дбар
занимая должность министра внутренних дел, ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности. Несколько раз поощрялся. Когда я принимаю решение о взыскании, я учитываю в том числе этот фактор тоже. Я обязан это учитывать. Пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим гражданам. Уважаемые граждане, я знаю, и все знают о том, что группа ветеранов обратилась к населению с призывом собраться 4 ноября у драмтеатра. Хотел бы вас, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, проинформировать о том, что сегодня у нас еще никто не отменил меры, ограничительные меры, связанные с ковидом, это первое. Никто не обращался за разрешением на проведение этой акции. Это тоже необходимо было бы сделать, но это не сделано. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу попросить наших граждан воздержаться от участия в этом мероприятии во избежание всевозможных эксцессов. Мы живем не одним днем, мы живем и планируем жить дальше и работать. Мы сгладим те углы, которые были, мы исправим те ошибки, которые были допущены. Министерство внутренних дел и министр будут работать под жестким контролем, и я надеюсь на то, что такие факты больше никогда не повторятся.